Вибрации создаются мыслями, чувствами. И, конечно, выражаются через глаза. Но то, что происходит в уме, происходит с нашими эмоциями, это более тонкая вещь. Это связано с нашим дыханием. А то, что мы выдыхаем, создает атмосферу. И даже стены впитывают вибрации. Например, если в комнате какие-то конфликты или споры. Вы сам конфликт не наблюдаете, но когда заходите в комнату, вы чувствуете, что какая-то тяжесть в атмосфере. И вам интересно, что тут происходит. Ведь если произошло что-то приятное, радостное, то атмосфера, она наполнена этим ароматом. Поэтому счастье и грусть, и то, и другое — это тонкие энергии. И это все не проговаривается, но в атмосфере чувствуется по ее вибрациям. А как оно произошло? Как это было создано? Это мысли слабостей, мысли страданий, они снова и снова вращаются в уме. А все, что снова и снова повторяется, становится более интенсивным. Если ездить на велосипеде, просто пример. То есть, как вы вращаете педали, так вращается колесо. Как едет автомобиль в зависимости от того, на какой вы едете скорости. И все эти невидимые энергии, они вращаются и создают соответствующую атмосферу. Нагреватель нагревает, а вода охлаждает. А когда да, а если что-то не работает, то вибрация не создает, как вентилятор не вращается, и никакого эффекта. То же самое происходит с нашей внутренней энергией. Например, стены, они все из одного материала, из кирпичей. Но вот, скажем, в тюрьме, да, вы придете в тюрьму, вы не заключенные, нет, не волнуйтесь, вы просто, зашли в тюрьму по какой-то причине, и вы сразу чувствуете атмосферу тюрьмы. Вы приходите в полицейский участок, и там вибрации полицейского участка.
Вы пойдете в какой-то клуб или бар, и там почувствуете атмосферу, хотя дома все построены из одного материала. Энергия совершенно разная. Где-то страх, где-то антагонизм, где-то какие-то другие реакции. Или ненависть в атмосфере. В полицейском участке страх в атмосфере. А если вы придете в церковь или в комнату для медитации, тоже здание из тех же материалов. Даже если вы там не находитесь, но поскольку до этого вы медитировали там, и эта атмосфера, эти вибрации безмолвия, или у вас дома, если вы учитель, какая будет там атмосфера и вибрация? А в спальне какая будет атмосфера? А в гостиной? То есть улавливаете разницу. Замечали когда-нибудь? Вы тот же самый человек. Оно, ваши чувства, ваши эмоции. Они влияют на сцену, на стены, извините, на атмосферу. Поэтому наполниться внутренней силой. Если я хочу наполниться внутренней силой, то мне нужно понять для себя, что я подразумеваю под внутренней силой. Я хочу, чтобы сердце у меня было сильное, или мозг сильный, крепкий, или органы пищеварения хорошо работали, мощно. Конечно, я хочу быть здоровым. Но мы здесь о чем говорим? О физических органах тела, чтобы они стали сильными, а о внутренних органах. Мне про аюрведу здесь надо поговорить. Про какую-то медицинскую систему, чтобы внутренние органы наполнить силой. Или мне говорить про внутренние силы. Если я понимаю, что такое внутренняя сила, то я могу автоматически наполнять этой силой себя и свое тело тоже. И если говорить про наполнение внутренней силой, это значит и здоровье, и богатство, и счастье, и мудрость. То есть все 4 области жизни. Health, wealth, happiness, wisdom, relationships, и хорошие отношения. Или по-другому можно сказать, это сила ума, мудрость, гармония во взаимоотношениях и сила встречать лицом любую ситуацию, которая в мире происходит. То есть нам стать надо настолько сильными, чтобы эти ситуации не создавали трудностей. А в мире сейчас много трудных ситуаций.